день, дорогие наши гости! Сегодня мы собрались на вечер памяти носителя и знатока казахского языка и фольклора, сказителя, импровизатора запевалы кругового танца, автора многочисленных песен на родном казахском языке, отличника культуры Республики Саха-Якутия, мастера декоративно-прикладного искусства, патриота своего народа, большого друга нашего музея Акулины Петровны Трайзе Нолдынеч. И наш вечер начинает с музыкального номера «Синельга». От всей души поздравляю с этим знаменательным днем. Сегодня память нашей любимой Акулины Петровны Трайзе Нолдынеч будет представлена новая, прямо свежая книга про быт, про творчество, про песни народов Севера. Я думаю, это большое сокровище для нас, для северян.
И хотелось бы поблагодарить тех людей, которые выпустили эту книгу прекрасную, и всем тем, кто помог. И я очень хорошо знаю и знакома была, мы дружили с Акулиной Петровной. А она для меня, не всегда же у меня бывает время, да, на выделку. И она у меня, мне помогала во всем, тоже помогала по шитью, по выделке. Поэтому не просто так я пришла тут поздравить, да, с этим днем, с выходом книги. И, конечно же, хочется, чтобы имя хорошего человека было всегда, чтобы дети знали, правнуки знали, чтобы культура не забывалась. И на этой ноте я хочу еще спеть одну песню «Слова мои», песню Давиде. В песне поется, чтобы никогда наша культура, песня не забывалась, чтобы эхом доносились в века эти ноты. Для вас песня Давиде. Yeah.
сейчас слово предоставляется директору Музея музыки и фольклора народов Якутии Марии Ильинич Никакиной. Добрый день, дорогие друзья! Мы так благодарны, что вы сегодня, отложив свои дела, пришли на такое замечательное мероприятие, когда мы издаем, когда мы уже издали и перед вами показываем такую замечательную книгу, которая посвящена нашей дорогой, любимой Акулине Петровне Фрайзе. Данное издание посвящено ее 75-летию. И вот в этот день вы пришли те люди, которые ее знали, те, которые уважали ее, те, кто ценили ее творчество. Вот поэтому я очень волнуюсь на самом деле, когда сегодня перед вами выступаю. И слишком много не буду говорить, но я хочу озвучить тех людей, именно которые работали над созданием данной книги. Книга вышла, конечно же, благодаря дорогой дочери Акулины Петровны Фрайзе, ее старшей и любимой дочери, которая продолжает ее начатое дело, Галине Генриховне Фрайзе огромная благодарность. Это ее финансовая поддержка вышла данная книга. Мы очень благодарны. Редакторами статей выступили наш историк-этнограф Алина Владимировна Решетникова-Саковская. И вы даже не представляете, вторым редактором данной книги является специалист Музея истории Забайкальской железной дороги, потому что наш музей, у нас действует межрегиональный проект «Кочующий музей». Мы буквально вот вчера только приехали по железной дороге. И данная книга, мы редактированием занимались и в Чите, и в Белогорске, и в Агинском. Вот поэтому одним редактором является даже вот девушка, которая живет в Чите, Лариса Сергеевна Селезнева. Литературным редактором мы очень благодарны Варваре Григорьевне Белолюбской-Аркук, которая согласилась стать литературным редактором. И сразу, когда мы ей передали тексты стихов и песен, она сказала: мы вообще не будем трогать слова, стихи нашей дорогой Акулины Петровны, потому что это уникальный алайховский город. Вот поэтому наравне в одной, допустим, на одной странице и идет текст самой Акулины Петровны, и рядышком Варвары Григорьевны. Это литературная редакция. Так, далее. Спасибо огромное. Варвара Григорьевна вчера ровно тоже прилетела с Москвы, и я очень благодарна, потому что она сегодня тоже сюда подошла. Спасибо огромное. Далее нотацию и музыкальную редакцию сделал Кирилл Афанасьевич Герасимов, наш самый знаменитый композитор. 5 нот он создал, мы ему очень благодарны. Набор текстов наша молодая новая сотрудница, выпускница колледжа культуры и искусства Соляна Попова. Она сзади вас стоит. Составитель аудио и видеоматериалов и оформление QR-кодов сделала, конечно же, наша заведующая музейно-образовательным отделом Ольга Николаевна Громова. Она сегодня проводит, организовывает данное мероприятие. Спасибо, Оля. Монтаж аудио и видеоматериалов, конечно, без нашего видеографа-оператора не обходятся наши фильмы и все видео-аудиоматериалы. Это тоже выпускник колледж культуры и искусства, который у нас уже больше 10 лет работает, наш любимый Иван Афанасьевич Яковлев, который сегодняшнее мероприятие тоже снимает на видео.
И работу с фондовыми материалами, конечно же, сделали наш главный хранитель Светлана Дмитриевна Никифорова и методист музейно-образовательного дела Миркустана Ивановна Слепцова. Составители библиографического списка сделал Петр Горохов, специалист Национальной библиотеки. И дизайн Марина Владимировна Соломонова, она является преподавателем Сунтарской детской школы искусств. Вот, все мероприятия, которые у нас проводились в 2018 году к юбилею, к 70-летию нашей Акулины Петровны, это афиши, аудиодиск, все это под оформлением нашей дорогой тоже Марины Владимировны Соломоновой. И сегодня у меня еще другая миссия. Не только я говорю слова благодарности от имени нашего музея, но еще другая миссия. Благодарственное письмо вручается Райзе Галине Генриховне, специалисту этнокультурного центра Индии поселка Чемда Алайховского района. Уважаемая Галина Генриховна, Министерство культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия выражает вам благодарность за оказанное содействие в выпуске сборника «Мыргу-Ген. Душа поет», посвященного 75-летию со дня рождения Акулины Петровны Райзе Нолкудыч, за подписью нашего министра Афанасия Ивановича Ноева. Такое же благодарственное письмо вручается Белолюбской Варваре Григорьевне. Горохову Петру Петровичу, заведующему отделом региональной библиографии Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Герасимову Кириллу Афанасьевичу, преподавателю Якутского музыкального колледжа, но, к сожалению, он заболел, не смог прийти. И вкратце, если вспомнить нашу Акулину Петровну, да, действительно, мы ее очень ценили, любили, и все самые теплые слова, которые у нас в душе есть, все это запечатлено в данной книге. Так что, пожалуйста, на досуге читайте, мы для этого и отпустили. Спасибо вам огромное. Слово предоставляется дочери Акулины Петровны Райзе Галине Генриховне. Пожалуйста. Добрый день. Мне очень приятно видеть вас всех на данном мероприятии, на вечере памяти моей мамы Акулины Петровны. Я благодарна землякам Акулины Петровны и, конечно же, близким родственникам. Но если говорить о маме, то я могу сказать только одно, что она, вот сколько я помню, сколько она и писала, сочиняла, сколько я себя помню, я всегда была в национальной одежде, и поэтому даже когда мне говорили, что по национальности я на Эвенку не похожа, я всегда оскорблялась, обижалась, я говорила, что я Эвенка, потому что с детства я знаю язык, с детства я знала некоторые обряды, обычаи, и с детства я носила и ношу национальные костюмы, шитые мамой. Ну, конечно же, большая благодарность, и я никогда не устаю об этом говорить, это благодарность Музею музыки, Аиде Петровне, Ольге Петровне,
которые стали сподвижниками творчества нашей мамы. Ее поддержали, и самый большой пик ее творчества, конечно же, состоялся в городе Якутске. Благодаря ей вы все знаете, что были возобновлены национальные праздники аллайховских эвенов. Это встреча солнца, цветение тундры, которые в конце, последующем, они стали носить праздники республиканского характера. И, конечно же, это очень большая работа Музея музыки. Поэтому это аплодисменты им. И сегодня, стоя здесь, то, что вышла книга, это тоже их поддержка, потому что я изъявила желание, что надо что-то выпустить к 75-летию. И основную работу, конечно, коллектив музея во главе директора, они возложили на себя. Поэтому очень большая благодарность от детей, внуков и правнуков Акулины Петровны, всем тем, кто работал над этим изданием. Я думаю, что эта книга будет жить, потому что здесь очень много интересного, можно сказать. Здесь главное веяние нового времени, здесь QR-коды, где можно услышать в оригинале ее песни. Спасибо. Слово предоставляется вице-президенту Ассоциации коренных малочисленных народов Вячеславу Ивановичу Шадрину. Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня для нас знаменательное событие, вечер памяти Акулины Петровны Крайне. Нас, конечно, мало. Недаром мы много носим именно многочисленных. Но, с другой стороны, у нас очень богатая, уникальная культура. И уникальность этой культуры представляется нашими старейшинами, нашими энтузиастами, активистами. И она может быть передана только если она сохраняется, пропагандируется и развивается. Но вот таких вот как раз людей, которые проводят эту работу и в себе объединяют, и в своем лице представляют все эти разные направления, как раз очень мало. И Акулина Петровна относится к числу таких очень редких людей, которая была, с одной стороны, носителем этой культуры, с другой стороны, она была активистом неравнодушным, которая боролась за то, чтобы где-то восстановить, а где-то ввести в практику, а где-то, чтобы эта традиция продолжалась. И в-третьих, не просто делиться этими знаниями и пытаться восстановиться, но она еще была пропагандистом. Для того, чтобы это вошло, продолжало жить. Вот уже сказали, вот буквально несколько слов сказали, когда мы говорим цветение тундры, встреча с солнцем. И мы сразу вспоминаем Акулину Петровну. Это один из немногих людей, который был мотором нашего движения за сохранение своей идентичности, за сохранение своей культуры. Буквально вот абсолютное большинство мероприятий нашей ассоциации, скажем так, вот буквально до ухода Акулины Петровны, вот, скажем, десятилетия, да, были связаны, и мы не могли представить его без Акулины Петровны. Везде была она. Человек
уже в возрасте, которая иногда, ну, как я понимаю, болела, но этого она не показывала, потому что она всегда была на передовой для того, чтобы нас уже тоже актив все-таки дергать, чтобы все-таки нас подвигать. С другой стороны, молодежь, детей. Ну а в-третьих, она была одним из тех людей, которые находила союзников. Пожалуйста, это вот работа с музеем, вдруг она нашла нишу тех людей, которые вроде бы совместили свои профессиональные действия, вот именно с поддержкой Полины Петровны. Она нашла этих людей, она их вела в оборот именно своей деятельности. И, пожалуйста, и мы видим результат. Видели и видим. Сейчас очень важно, это я уже обращаюсь к Союзу ИВНов, я обращаюсь к музею, вот это наследие не потерять, не забыть, не потерять вот именно за какой-то обыденностью, за тем, что у нас, потому что встречу солнца, надо продолжать эту практику проводить. Цветение тундры у нас опять не было, там в силу разных обстоятельств, опять продолжить это, потому что лучшая память для Полины Петровны будет, это именно проведение этих праздников. Я обращаюсь. Дело в том, что Акулина многими, вот подумайте, оглянитесь вокруг. Вот Акулина Петровна всегда была активна, но вот особенно она раскрылась здесь, именно в городе Якутске, когда вдруг она поняла, что она может здесь сделать реальную пользу принести, именно сделать большой вклад. И я обращаюсь. У нас есть еще носители, но многие из которых пока в себе. Может быть, с ними надо продолжать работать, и может быть, кто-то из них будет потом таким же активным и таким же пропагандистом, как Полина. С другой стороны, нам необходимо обращать внимание и поддерживать этих людей, чтобы вот это вот было целое движение. В свое время, вот, я в какой-то степени даже завидовал Союзу ИВНов. У них вот было несколько таких активных носителей. Это Зинаида Прокопьевна, это Полина Петровна, каждый из которых работал, и каждый из них был своим мотором и двигал это. И поэтому проводилось много мероприятий. И это звучало, это было постоянно на слуху, и мы знали, что вот эвенская культура продолжает жить, она звучит, она постоянно на всех каких-либо мероприятиях, в том числе и в городе Якутске, она всегда звучала и шла. И вот в этом и сила, наверное, народа, чтобы находились новые носители, новые пропагандисты, и вот эта традиция жила. И это будет лучшей памятью Полины Петровны Крайзе. Я еще предлагаю подумать в музее. Может быть, вот для таких людей, которые будут энтузиастами, пропагандистами, может быть, сделать какую-то премию музея, организовать. Это будет именно премия имени Полины Петровны Крайзе для таких носителей, пропагандистов своей культуры. И это будет, мне кажется, лучшей дальней памяти для Полины Петровны Крайзе. Еще раз, и вот в том числе, конечно, вот книги важно, мы помним ее вот работы, которые здесь сохранятся, все важно, но вот это вот, если ежегодная такая вот премия, может быть, приуроченная как раз тоже ко дню рождения Полины Петровны, она будет проводиться в стенах вашего музея, ежегодно будет включаться, мы каждый раз будем вспоминать. Спасибо за внимание. Итак, на сцену приглашаем ансамбль «Кусток» под руководством Светланы Николаевны Протопоповой.
концертов. Это недавно юбилей у нас был Д.К. Кулаковского, всех Лайковского улуса, наш ансамбль. Я уже руководство свою уже передала Валентине Кураловой. Но мне молодежь будет петь, дальше пускай будет петь еще. Дальше, в Чукудах у нас тоже есть кускут ансамбль. Ну, что говорит, Акулина моя ровесница. Мы вместе с ней жили в интернате, в одной школе учились. Мы все очень хорошо ее знаем, очень уважаем. Наша любимая, ну, подружка наша. Когда вот сюда мы приехали 5 лет назад, сразу с ней связались, и все эти праздники вместе с ней мы как могли помогали ей. И она нам тоже в наших мероприятиях ходила постоянно, мы ее приглашали. Она пела, танцевала на детях, мы как в беседе Лайковский улус. Так, я бы хотела вот музею подарить, да, вот с песней по жизни ансамбль «Пусток». Здесь есть это самое поколение и песни вот ее Орлбург. И вот «Кот всегда». Это у нас музыкальная сама сразу ноты пишет, и сразу мы образовку делаем, и мы сразу поем. Так что вот пойте, и вот эта девушка. Я мелодистка Лайковского улуса. Я сборник делала. Здесь песня только здесь. Так, что-то я выскажу сюда. Спасибо. Слово передается уполномоченному по правам коренных малочисленных народов Константину Васильевичу Робек. Добрый день, уважаемые участники, зашивальники, в первую очередь я хотел выразить большую благодарность музею музыки и фольклора, потому что я уже последний раз естественно контакт, скажем так, и я вижу большую работу, они проводят по тысячами памяти наших выдающихся людей по сохранению их и это свежая память также, безусловно, как и презентация в трибуне, еще раз показывает отношение нашего наших деятелей, исполнителей. На самом деле, когда я первый раз услышал, как сказано, что он поет, я, честно говоря, был ошарашен. Звонкий, задорный голос. И потом уже впоследствии каждый раз на наших мероприятиях, праздниках, слышал ее голос, сразу повторилось повторно, чтобы уже пробиваться на ее исполнение. И вот, когда мы говорим, что вот, как трудно было сказать, когда мы работаем над сохранением, там, над севером, конечно, вы права соблюдались. И на самом деле наша работа в первую очередь направлена на то, чтобы сохранить саму язык, культуру, фольклор, традиции, потому что они представляют собой соль, именно душу народа, и потому что без них как бы и народа нет. И то, что весьма символично назвали душа поет, потому что она представляла собой душу советского народа, которое пело, которое хотело слушать, и которую хотели сохранить их память и дальше пропагандировать. Все будут еще больше обостриться вопрос, потому что мы видим сейчас исполнителей разных национальностей, которые смешивают различных культур, различных народов, культуры, различных конъюнктур, интересных и так далее. И очень важно все-таки сохранять, популяризировать именно традиционные песни авторов различных наших народов. И еще раз выражаю благодарность всем собравшимся. Очень приятно видеть большое скопление народу, наших земляков, сородичей,
всех собравшихся. Вас поздравляю с проведением этого прекрасного вечера памяти и надеюсь, что мы еще и дальше будем. Мы хотим пригласить на эту сцену человека, который также внес свой вклад в данную книгу. Это Варвара Григорьевна Белолюбская. Пожалуйста, Варвара Григорьевна, доцент кафедры Северная филология Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ. Добрый день, дорогие друзья. И, как сказали, я как раз прилетела, уже прилетела из Москвы. И первым делом были на Райзе. Это действительно наша звезда. Мы с ней познакомились давным-давно, когда нам было по 36 лет. Вот, когда проводили первый праздник по случаю возрождения Йотунга Алайховского района. Съехались гости из Магаданской области, из Якутска. Много-много гостей было. И первым делом, где давным-давно был колхоз, миллионник, Йотунг, нас повезли туда. Около 100 человек, наши сородичи все были, был большой праздник. И тогда, значит, мы познакомились с Акулиной Петровной, и с тех пор, значит, шли рядом с Акулиной Петровной. И вот она действительно, как талантливая дочь своего народа, нашла свое отражение, свою душу, так и, значит, раскрылась в городе Якутске, но в те годы, когда проводили первый рынок на месте колхоза, она была организатором этого праздника цветения тундры, и каждый раз, когда проводится цветение тундры, она исполняла свои песни, традиционные венские песни. И, значит, я вообще не видела, когда Акулина в таком состоянии, что это скажем, грустила, так и тому прочее. Она всегда находилась в таком воодушевленном настроении, всегда радостная, всегда светлая, а это свойство человека со светлой душой. И Акулина Петровна, и затем, когда собирались Элины Йотунга, и в тех мероприятиях всегда принимала участие, вот, и была душой, в общем, своего района. И здесь также, чтобы люди знали широту, глубину души своего народа, своего далекого Йотунга, она перебралась сюда, и каждый раз мы встречались с ней на празднике Ринарки, тогда, значит, она с детишками приходила, и самое главное, она всегда, с нею всегда был маленький мальчик. И она с радостью первый раз познакомили, книга была, Амагачан, Амагачан мой Амагачан, мальчишка, национальной одежды, мальчик всегда. Вот, и Акулина Петровна, значит, первым делом надеется, что свою душу она, распространяя свойства своей души, теплоту своей души, она отдавала другим людям. Это самое главное. Самое главное, что человек ради людей, ради народа, ради малой родины, для нее это Ойотун, значит, отдавала все силы и глубину своего богатого духовного мира. Да? Вот. И затем, когда Галя поступила к нам, тогда тоже 37, там педучилище, она также постоянно держала связь, вот, и всегда, в общем, она оказывалась близко, но человек занятый постоянно, конечно, и, значит, она радовалась, что это
педучилища №1, наконец-то дети будут изучать свой родной язык. А так вообще, когда я работала в ассоциации Авенов, я всегда опиралась на айотунцев, потому что это люди, очень открытые люди, это люди тундры. Тундра у нас очень большое пространство. Это свет, летом особенно, да, свет распространяется по всему миру, казалось бы, это по тундре, да, и вот цветение тундры, когда появляются первые тундренные цветы, несмотря на то, что идет снег, идет сильный дождь и ветер, цветы, они раскрываются. И вообще я удивилась, что это попало в мир тундры, когда первый раз поехала туда, но я как это, в общем, скажем, здесь было 30 градусов жары, еле мы очутились в самолете и пришли в себя, а тут вышли из самолета в Чукурдаке, я с ужасом увидела, что там за бортом как будто бы пурга, не пурга, дождь, не дождь, снег перемешку с ветром и дождем. И я, значит, смотрю, а люди стоят внизу, возле трапа, все одетые так тепло, почти по-весеннему, норковые шапки, в норковых этих воротниках, а я из Якутска прилетела, ну как всегда, ну праздник, так праздник, у меня были каблучки, так, босоножка вот такая, и легкий такой белый плащ, и не то, что там дождевик и тому прочее, не то, что там норковая шапка и тому, я приятно была удивлена, вот, и попала вот в теплые руки наших айотунцев. И тогда я здесь буйное цветение, а там только-только пробиваются цветы. Думаю, ничего себе, цветы такие крепкие, да? Крепкие цветы, тундренные цветы. Спрашиваю, а когда вот скоро 1 июля, а когда цветение тундры, тогда они такие только бутончиками гуляют. А нет, скоро они расцветут. И вот здесь я так каждый раз думаю, что какова окружающая среда, таковы и люди. Они тундренные люди, тундровики — это выносливые люди, это красивые люди. И, значит, они все выдерживают, да, выдерживают так эти тундренные цветы, где, когда и праздник называется цветение тундры, да. И, по-моему, сегодня, когда вы собрались в этом зале, это залог того, что тундра всегда будет цвести. И вот это цветение будут организовать люди Айотунга, люди индигирской тундры, да. Мы называем себя индигирцами. Это Сверховье Энгибетки, Аймяконский район, Амурский район, Авейский район и Алайховский район, да. И поэтому я очень благодарна сегодня организаторам этого вечера, да, воспоминаний. И я, когда работала в педучилище, когда увидела Акулину Петровну, я думала, что это, она была такая молоденькая, я думаю, где-то ей 25 лет тому, да, и мы сегодня, в общем, в этом году мы, оказывается, вместе отмечаем вот это юбилейное мероприятие. Я бы ни за что не дала ей, например, тогда там 36-35 лет, и как-то, в общем, она всегда была молода душой. Но человек молод душой когда этой радостью делится со всеми. И когда люди получают вот эту радость души, она всегда остается такой же радостной, полной силы, полной энергии. Вот. И все это, свет ее души распространяется по близким, далеким людям. В этом свойство души песен Акулины Петровны Райзи, что молодые, я надеюсь, дальше будут исполнять песни от Акулины Петровны и дальше продолжат семейные традиции, национальные традиции.
Я очень выражаю сегодня благодарность музею, вот, Марии Леничне. Вот, она тоже вчера прилетела, по-моему, с великого путешествия. И все время придете, оказывается, она где-то там в Сибири, там или где-то в Приморье, да? Я думаю, что так долго, вот, туда-сюда. Так, ну это как свойство тоже северянина, да? И поэтому выражаю Марии Леничне большую благодарность, что она решила издать вот такую блестящую книгу, да? Большое спасибо, желаю всем работникам музея, значит, дальнейших успехов по распространению, пропаганде традиционной национальной говенской культуры, куда относится все, начиная с песни, значит, это свойство души говена, да? Большое спасибо всем. Ну, про Ольгу Бузину, что сказать-то? Ну, я хочу сказать, что с Галиной мы знакомы с педагогическим училищем. Мы вместе учились одно время, она на год младше училась, да, и когда она приехала, Трайзи Галина, и мы сразу познакомились, подружились. Какой у него был звонкий голос, да, мы дяди, один за другим дяди. И негіз была бараганда, не чувствовала доверия, его поплатить. Но, конечно же, это передалось у нее от матери. И то, что сегодня мы пришли, и вот этот дух, эвенский дух Эвена Финдигирки, совсем прочувствовали. И то, что Галина, память своей матери, то, что вот она передала ей, да, ну, можно сказать, что устное народное творчество до сих пор у нас сохранило. И это же, неужели это не благо? Это благо. И вот Галина тоже сейчас, да, я думаю, что теперь она поставит перед собой задачу, чтобы это свое культурное наследие эвенов Алайхи, которые принесла с собой Акулина Петровна и оставила богатейшее, так сказать, устное народное творчество, песенное творчество, да, декоративно-прикладное творчество, все это, конечно же, дальше продолжается. И вот книга, которая, это только начало. Потому что я думаю, что вот произведение Акулина, если бы Акулина Петровна была, как бы она радовалась. И я думаю, что вот книга, ее стихи, это теперь стало материалом, богатейшим материалом для того, чтобы где отражается духовная культура эвенов, где отражаются мысли, да, того времени, когда с нами рядом была сама Акулина Петровна. Если мы будем читать ее стихи, то мы мысленно всегда будем рядом с ней. И сегодня вот благодарность того, что музей музыки и фольклора, это не только как бы в их обязанности входит, да? Я думаю, что вот Акулина Петровна, видимо, заразила сотрудников кочевать. И вот они кочуют, да? Которые превратили ее в проект. А это заразительно, между прочим. Человек, который заряжает, и дальше это продолжается, как научный проект. Это не это ли, как говорится, наследие? И за благодарности того, что вы продолжаете дело Акулины Петровны и как бы распространяете ее наследие, да, которое она владела, вот от кафедры северной филологии, пожалуйста, примите на небольшой подарок. Это лексика тунгусо-манжурских слов, который собрал Петров Александр Александрович и издал в 2019 году. Совершенно новая книга, и я думаю, она станет для вас очень
Да, поздравляю. Ну и, конечно же, самой Галине, Анне, Родоникен, Никол, Йокарис, Эрокино, Индания. Это украинский да, скажите, Полина Петровна, Яна, Йокаралка, Йоканянки. И всего вам доброго, и те, кто сегодня пришли, вспомнили. Кстати, я не представилась, и я по привычке, да, за Варварой Григорьевной выбежала прямо, да, потому что мы с Варварой Григорьевной со времен педагогического училища, и мы сейчас вот на одной кафедре работаем, и вот это наш общий подарок, и я почему-то выбежала по инерции, видимо, да? Но на самом-то деле Полина Петровна сама, мы с ней тоже вот постоянно общались, когда она приехала в город, и я как-то к ней тоже обращалась по всяким мелким делам. И вот как-то я ей говорю, вот, у меня есть камусы, я говорю, нет, надо. В общем, за разговором, я говорю, ну, приходи ко мне, я тебе. Я даже вообще не ожидала. И прямо за неделю она мне сделала милую. Ты вот насколько человек, вот северный человек, да, он даже с таким маленьким разговором, но это же, она меня просто выучила тогда. Потому что это мне надо было искать мастера, да, сами понимаете, для что-то времени в каком-то. И, по-моему, даже она нашла тех, кто подшивает в школе, еще что-то такое было, что я вот думаю, что вот из таких деталей вообще состоят поступки человека. И, например, вот эта вот благодарность Полине Петровне я с собой всегда себе в сердцах храню. И, конечно же, вот эта благодарность наша передается ее детям, внукам. И потому что вот такой она сама была человек, который помогает другим, она всегда несла себе очень такой заряд, да, что заразила людей, появился Сейчас слово Мария. Дорогие друзья, я немножко переволновалась, вот поэтому некоторые слова, которые я хотела сказать, еще не сказала, вот поэтому я немножко напомню. И у меня еще другая миссия есть от имени Министерства Арктики. Вот поэтому, немножко я добавлю. Насчет, я вот когда интервью сейчас давала, я там вспомнила, почему-то перед вами я стояла и застеснялась, или переволновалась, вот поэтому забыла сказать. С Акулиной Петровной наш музей дружит с 2010 года. И наш музей прекрасно помнит, что по ее инициативе Акулина Петровна были возрождены такие календарные праздники, как встреча солнца, цветение тундры. И это благодаря 3 Петровнам. Мы говорим 3 хитам. Это Аиса Петровна Решетникова, это Ольга Петровна Хлопкова и наша дорогая Акулина Петровна. Мы действительно 3 сильных женщин, 3 кита, которые объединились за сохранение, за развитие и популяризацию традиционной культуры коренных народов Якутии. И вот мы тогда, конечно, были молодые, мы бегали за ними, то, что и создавали, вместе с ними создавали вот эти праздники, там проводили все. И они нас научили любить дело душой, относиться к делу сердцем. Не просто ради денег, не просто ради забавы, а именно относиться с глубиной и с душой. Вот поэтому вот эти 3 женщины, они для нас, для нашего музейного коллектива, они действительно сделали очень огромную миссию. Молодому поколению они передали чувство и энтузиазм.
И вот наше кочевание, как вы сейчас правильно сказали, вот эта кочевка, это относится именно к ним трем. Потому что наша дорогая Аюза Петровна, она как концертмейстер, музыковед, она все время ездила на гастроли. Вот поэтому кочевка тоже это гастроли. Потом Ольга Петровна нас, молодых, отправляла по всем улусам тогда проводить вот эти игры народов Якутии. Потом наша Ульяна Петровна, настоящая кочевая женщина, она более 20 лет работала работницей, как она с душой, вот прямо вот она рассказывала, и когда она вспоминала, она уходила вот в те далекие года, в те любимые свои края, и мы прямо вот сидели и заслушивались. И с 2014 года нашим музеем очень много было записано, зафиксировано на видео. Она рассказывала о себе, о своей жизни, о творчестве, сказки, песни. Все это мы записывали. И в 2018 году, к ее 70-летию, мы издали совместно с колледжем культуры и искусства, вот совместно с нашим дорогим Михаилом Николаевичем Винокуровым, преподавателем Якутского колледжа культуры, мы издали аудиодиск, где вошли 21 родовых и авторских песен нашей Ульяны Петровны. И в этот же год мы издали, создали, вернее, скорее всего сказать, 3 короткометражных мультипликационных фильма по ее сказкам, услышанных ею из уст дедушки Переме. Все мы это запомнили. И вот эти замечательные мультики, уже прошло 5 лет, на самом деле, но эти мультипликационные фильмы, озорные такие, на русском языке озвучивала наша Алиса Петровна. Иллюстрации сделала наша дорогая историк-этнограф Алина Решетникова-Саковская. И на русском языке озвучивала Акулина Петровна сама и ее самая такая боевая подруга Аксинья Ивановна Ефимова. Вот эти мультики сейчас, на протяжении вот этих 5 лет, они не истратили свою новизну и востребованность, потому что наш музей везде кочует и показывает. И сейчас вот прямо вот мы вчера же приехали по железной дороге, и там мы показывали вот эти мультики в Амурской области, в Забайкальском крае. И там вот юные зрители тоже как воспринимают вот эти мультики замечательные. Именно по сказкам нашей Ульяны Петровны это вот многого стоит, то, что ее начали дело, оно живет, оно продолжается в ее творчестве. И вот эта книга, которая создана вот многими людьми, которые, авторская группа работала, и благодаря нашей вот Галине Генриховне Прайзе, продолжателю, любимой дочери нашей Ульяны Петровны, потому что в конце ее жизни, когда мы с ней разговаривали, она все равно надеялась, что моим именно продолжателем дела моего и все равно будет Галя. Она на это надеялась. И мы вот в это верили. Но в конце, вот по телефону, когда мы разговаривали, она сказала: я, конечно, очень много не успела, она сказала, к сожалению. Но мы смеем заверить то, что у нее есть замечательные продолжатели ее дела, ее внуки, которые тоже, внучки, которые прямо вот она с любовью их учила ценить свою традицию, свой язык, свой фольклор. Вот поэтому у нее есть продолжатели. И наш музей всегда, как тыл, будет стоять, открывать двери, помогать и продолжать начатое дело нашей дорогой Акулины Петровны Прайзе-Вулканович. И сейчас позвольте от имени Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха-Якутия вручить благодарственное письмо
Уважаемые Галине Евгеньевне Михайловне, от имени Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера нашей республики выражаю вам благодарность за оказанные содействие в выпуске сборника «МРТМО-ЭТ». Благодарим вас за вклад в сохранение духовного наследия народов Якутии, желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов во всех начинаниях, благополучия вам и вашим близким. За подписью министра. Пожалуйста. Также такое же благодарственное письмо вручается нашему молодому сотруднику Саяне Афанасьевне, которая сделала набор текста данной книги. Нашему Ивану Афанасьевичу нашей Ольге Николаевне, Светлане Васильевне, национальной и, конечно же, нашей дорогой Варваре Григорьевне. Далее на сцену приглашаем внучатого племянника нашей Акулины Дмитрия Лебедева. Он нам споет песню из репертуара Акулины Петровны. Добрый день, уважаемые сородичи, добрый день, дорогие друзья. Сегодня замечательный день. Я очень рад видеть всех вас, всех своих земляков, родственников и, конечно же, всех друзей нашей Акулины Петровны. И сидел, смотрел вот замечательную книгу, листал песни и увидел очень много тех песен, которые пела Акулина Петровна. И я забыл слова, вот никак, ну, вспомнил. Хорошо, вот, очень хорошо, что тут все стихи, оказывается, есть, все песни, и ноты все есть. Вот здесь есть QR-код, и там, оказывается, можно услышать песню в исполнении, да? Замечательно. Это вообще очень большой вклад, что вы сохранили. Очень большое. Огромное спасибо всему коллективу нашего музея. Огромное спасибо моей сестре Галине Генриховне. И, конечно, всем вам спасибо. И хочу спеть песню, которую мы-то все выросли на ее песнях, да? Вот все песни на слуху. Но слов-то полностью не знаем. Вот я сейчас попробую спеть. Может, где-то неправильно, ну как я в детстве слышал, вот по музыкальному, может, неправильно будет, да? Как я в детстве вот слышал, так и вот у меня вот по слуху, который будет, да? Ну попробуем. Песня про родной поэту.
и все мы очень рады, все сородичи, все земляки, все очень рады выходу такой замечательной книги в честь нашей Елены Петровны. Тут все сборники, стихи, песни, сказки, воспоминания, аудио, видео. И вы рассказали, что мультфильмы есть, да? Это замечательно. Вот там где есть все. Это вообще замечательно. Давайте поаплодируем нашему музею, поаплодируем нашей семье и всем вам, дорогие друзья, всем здоровья, счастья, радости, веселья. А Елена Петровна наша будет всегда в нашей памяти, в нашем сердцах. Спасибо. Слово предоставляется преподавателю Якутского колледжа культуры и искусств Михаилу Николаевичу Винокурову. Пожалуйста. Bütün günün bu bölümü verilen güvene Mustafut ve Camut. Bu bugün Akulina Petrovna ülete çakıtından Günserin körpütünden bu kavargıdın ikiliğistini ağırlayın. Bu sayıdağı Kultura ve İskustva Kolejin adıttan Zakhar Nikolaevich adıttan emeğe verim maqtalı ağırlayın. Ona bu kördakı Joğuz kanamaran isihe ister Улахан суалталах öyle, ondan bu Galina Genelhan'na, Maria Ильинична, onunla bu muzika, folklor müziği söyler, Ulakhan öleler gel. Bu ülağıt künseli körpütünden ağırlayan turamın sebepki körpütün tutturalım konularını. Min Akulina Petrovna'nın kıtarı gıstaklarına altıhan olurtağın yine bu Jakusayda Kultura ve İskustva Kolejirar üyelerinde bu yine üyeleri kemiger bir yaka sürdağ elbağır ağlardı demek bu bilgin bu kiniketin prezentasyonda olan yerleri tutkular ondan benim kolumra tuz benim ettiğinden olan bardakka bir yaka koyuyorsa Sanskay evvel norotun bırakmayı tuttu onunla yutarlar. Bakın bu foto doydu, foto caktayı diye bir kurdu. Bakın edidin anlatan taharan mahın kıha olsun, ahın belemden siyerin tomun bakın bir yaka yıldan gördü bile. Onunla kırdakka bakar sorumcanlar sütten borusluyu bağıydı gıdalar diyelikleri bulu. Dihanımın olduğundan baran Dilin is ohana siyeri tolma ıkıda öyle kılgağının ona kini kahan kahanın anı tuğa gösterdi. İmena nasike bıhıdınan beyden orotun kültürade intihacacı gibi bıhıdınan ede onu min kayda veya beyen ubuhun canlılarlaydın yapıdım. Öyle daha sulurgu bu bütüneyin beyde iş süraretten beyde bilerinden beydetin kılına revilen canı konuyan bu camı dönen yerlere sütten camı sergilatiyim diye edikleyen sınırlardım. Ona yine sütten beytin olurlar ölü yönetilerde onu öğretirler sonra beyte aykut ölüleri bilirler. Onun minnice öyküyünden oğullarına çocukkan diyen ölüğünü öyküyüdün onu bu tohtuğundan ölü diyebilirler bu çiçak tohtuğundan ölü diyen Barıtın etsen sırtada evlidir. Ondan min avu ceza piska üleleyim aldas kiden kaldırdım onu kapsilinden min oluşken sohbetim geni sütte albağı bu cimler eben norotun kültüratın ilcahilcacı gehi ebitken nahavu kanısınalardım. Min bastan tollah namıdım bunu ağayak okulu hürriyetler beyte kapsen beyte uğun öhülen barıtın örüyatın toyuğun üyeyenlerin onlar beyte aybıt muhtarın üyeyenlerin kapsaydı. İnlerden bu kolubra bu öbügelerden Norvut Töbrük'ten bu
anıgı üyaga ıtıldan kelbir kihinden bu Apolina Petrovna Bulgu dihanıgın toğal ederken bu kihin orvada Norotugar tiyettin kençari çattarga ıllan tuvayan tepsen kalın diyen ıpıt kihiler Bulgu dihanıgın onun bu manlık Apolina Petrovna kurduk canlar üyaga bir de tören ağırlar onu bu muzika, folklor müziğe söptah kenge, toğastah kenge kendine kıtara altıhan bu soruyan üyetinden halargıda olus nadalah, duhalah ona inniki öptüger bu kinin orada secdargar kirek bu olar diyen etebin ona bu kabargıtıgar iki isten ağırda buluktun bu kabarı etenge bulun Тюрюкта влагает, бюджет тюрюкта полный. И сейчас слово предоставляется специалисту экспозиционно-выставочного отдела нашего музея Алине Владимировне Решетниковой-Осаковской. Пожалуйста. Здравствуйте. Аполлина Петровна, я познакомилась в музее. Аполлина Петровна, когда мы решили сделать мультфильмы по ее сказкам «Приключения мышки». И вот, когда этот проект мы сделали, все были очень рады. Я, как автор рисунков, была очень тронута этими тремя сказками. Я приложила максимум усилий, чтобы создать подходящие образы. И сама мультипликация вот этого нашего музейного мультфильма, она была сделана, как вы видите, по нашим возможностям. Несколько раз в виде иллюстрации к этому мультфильму некоторые аниматоры хотели очень сделать достойную мультипликацию, да, но по разным причинам это не случилось до сих пор. И, по сути, возможно, это все случится в будущем, да? Но очень приятно, что вот в подвесках нашего кочевого музея, да, вот эти приключения мышки, они были показаны на сцене фильма в Петербурге. Да, это было очень приятно смотреть, осознавать, да, и тоже люди смотрели, тоже, вот как Мария Ильинична сказала, очень радостно восприняли эти истории, эти сказки. Вот. Потом Аполлина Петровна, она с нашим коллективом всегда была вместе. И во время из поездок она рассказывала истории своей жизни. Это меня потрясло до глубины души. В нашем музее Аполлина Петровна, она делала свой юбилей. Да, и я с большим удовольствием приготовила праздничный стол. Вот, ну, тоже очень тепло прошло это мероприятие. Личное мероприятие, юбилей. Вот прямо в этом зале. Вот, потом у нас был проект большой, да. Наш музей решил сделать мультфильмы, мультфильмы по эпосам народов Якутии. И вот наш выбор пал на Эдельвей, сказание об Эдельвее. И вот когда я создавала образы для этого мультфильма по эпическому сказанию Кагира Эдельвей, да, и вот образ одного из персонажей первой части, старушки. Естественным образом мне пришло в голову, что это должна быть Аполлина Петровна. Это ее портрет и образ для иллюстрации эпического персонажа. Я с большим удовольствием сделала. Потом, впоследствии, наш музей решил сделать мультипликационный фильм кукольный по эвенскому сказанию «Мёртик». И вот, когда мастера кукол думали, какие персонажи должны быть,
она вот тоже я была как бы консультантом, и вот персонаж вот из Мёртик, да, вот это вот образ Акулины Петровны как раз. Этот кухонный мультфильм доступен к просмотру в нашем музее, и вот это Акулина Петровна наша. Итого образ Акулины Петровны, наш светлый образ, он запечатлен в Югагирском сказании «Вей», музейный проект, да, и в ленинском сказании «Мёртв». И вот на этой ноте я хотела бы закончить. Меня зовут Даяна. Я учусь в 29-й школе. Я хочу немного рассказать о бабушке Акулине. Мы с ней занимались бисероплетением. Она мне рассказывала сказки. Пела песни. Сейчас я хочу рассказать ее стих. Индигирка üpele adalçımı uçel, indigirka emeye, indigirka noiva. Всем здравствуйте, меня зовут Сандра Шелли. Я учусь в 2 классе, 16-й школе. Я хочу рассказать вам стих. Старики ждут тепла и веселья, мастерицы шьют себе украшения, невесты подарки женихам. Скоро лучи солнца выглянут, скоро праздник солнца, скоро, уже скоро услышим голос запевал Хэджи, зовущий на праздник солнца. Сегодня, в этот прекрасный день, я хочу вспомнить про Акулину Петровну. Да? Я с ней познакомилась в такое короткое время. Она мне помогала в проведении республиканского конкурса «Поют и танцуют дети Севера». Помните, да? Есть такой конкурс, и до сих пор мы это проводим. И она была у меня советником, да, лучшим консультантом и матерью, и любимой бабушкой. Она любила очень детей. Она работала в качестве жюри, она была всегда председателем жюри. И я ее спрашиваю: ну кого вы Петровна, как дети выступили? Она мне отвечала и говорила головой: вот посмотрите, нога ючугей олар. Да, каждый номер она восхищала именно вот этим выступлением. Теперь вот я сижу и думаю, да, вот очень знакомые костюмы. Вот видите, да? Ага. И я сегодня убедилась, что она была человек уникальный. Да? У нее были золотые руки. И в прошлом году, когда вот Аланиховский область представил республику нашу на межрегиональный конкурс «Великие наследия», который проводился в городе Хабаровск, да, вот эти костюмы, шитые Акулиной Петровной, они были продемонстрированы на большой цене. И с гордостью, Галина Генриховна, да, мы показали именно костюмы Акулины Петровны. Я вот сейчас думаю, сижу и думаю, не только у нас в нашей республике она была знаменита, и она была знаменита за пределы нашей республики. Допустим, работа увеличения
увлечение Акулины Петровны во все времена она была такой оптимистом, да, талантливой, и будет она жить в наших сердцах. И разрешите зачитать вот такой приветственный адрес творческому коллективу в лице Марии Ильиничны, да? Ну, за то, что издали такой большой багаж, да, именно по фольклору наших малочисленных народов Севера. Благодарю вас всей творческой группе. Спасибо. Акулина Петровна Райзен-Олгинеч была действительно патриотом, человеком, душой болеющей за изучение, сохранение и, как сегодня очень много сказали, популяризацию народных знаний о традиционной культуре, обычаях и обрядах эбенов. А сейчас мы приглашаем всех в наш экспозиционный зал на Хэдя. Сегодня специально для всех гостей Хэдя у нас запевает